Чего тебе еще надо? Здорово, Ахмат. Здорово. Гульсира? А ты что здесь делаешь? Алеша попросил помочь. Вот и приехала. Так, понятые, внимательно смотрите место происшествия. Гражданин Искужин? Здравствуй, Алеша. Младший лейтенант Абдулов. Гражданин Искужин, это ваше строение? Алеша, ты как-то странно разговаривать стал. Попрошу отвечать, да или нет, это ваше строение? А то не знаешь. Гражданин Искужин, попрошу дать следствию показания. Вы имеете право не давать показаний. То есть вы должны дать показания. Но если не можете, то ложные показания преследуются по закону. Чего это с ним? Еще вчера нормально вроде был парень. Это ему начальство хвосты Так, накрутило. понятые, подойдите сюда, распишитесь. Место происшествия осмотрено. То же самое. Что это? Постановление о сносе незаконного объекта. Чего незаконного? Алеша, Алеша, о чем это ты?
Мельницу вашу предписано снести, ясно? Алёша, Алёша, ты же сказал, что место происшествия осматривать будем. Про снос ты ничего не говорил. Поздно, гражданка понятой. Я 15 лет ее строил. Она уже почти готова. Алёша, она же электричество будет давать. Давай! Гражданин Искужин! Прекратите немедленно! Прекратите! У меня приказ! Слушай, Алёша, помнишь, как ты с Гаязом несколько лет назад полез ко мне в сад яблоки воровать? А я вам солью из ружья по мягким местам стрельнул. Гражданин Искужин! А прошу отвечать, да или нет? Ну? Ну, Булгас, Эйда! А раз ну, так бери-ка ты свою писульку. Алёша! Идуйте отсюда, сопляки. Гражданин Искужин! Ваш незаконный объект! Объект — это мельница. Ветряная. Ветер дует, она крутится. Понял? А вот и не крутится! И никогда не закрутится! Гаяз! Назад! Прекратите немедленно! У меня приказ! Прекратить немедленно! Я при исполнении! Я тебе исполню. Я тебе сейчас так исполню. Гражданин Ахмат Бамбай! Искужин! Прекратить! Я заштопаю. Значит так, да? Ну, граждане-пенсионеры, это вам так... Вот недотёп. Папку с документами забыл. Вот да. Ахмат, посмотри, а? Посмотри-ка. Что такое? Вот бесстыдник. А что сразу я? Это Алёшин журнал. Чего ты? Ахмат, там Руслан. Этот? Руслан. Какой еще Руслан? Руслан, что за ерунда? Что за приказы? Как ты меня выставляешь перед сотрудниками? Боря, сядь, пожалуйста, есть разговор. Руслан, ты меня слышал? С мальчиками на улице будешь так разговаривать. Ладно, что там у тебя? В общем, плохо все получается, Борь. Вот тут у меня все.
Все твои проигрыши в казино, квартиры, круизы с тёлками, мерседесы, ягуары, все. Я с деньгами поступаю, как я хочу. Я взрослый, богатый человек. В том-то и дело, Боря, ты нищий. Что? Что ты сказал? Так, может, хватит актерствовать, Боря? Ты нищий. И давно уже проматываешь деньги банка. Ты уже просто в карман ко мне залез, Боря. Руслан. Короче, совет акционеров решил тебя исключить. Руслан, мы же с тобой друзья. На, выпей. Это ведь был мой банк. Да, был. Это же я привел тебя в бизнес. Да, а еще ты меня научил, что бизнес это бизнес и ничего личного. Боря, не хотели вышвырнуть тебя к ядрене фени. Да еще и дело завести. Но я выбрал для тебя место. Управляющего отделения. С окладом 10 тысяч евро. Старик, ты не представляешь, что это стоит. Да. Руслан Гумерович. Да. К вам сын приехал. Что, сын? Да. Скажите, я сейчас не могу. Я занят. И домой его отправьте. Хорошо. Бына инде. Вот ведь. Нақыш табишуны Руслан. Сбрело ей, что это Руслан. Бір неден еен түгілу хия. Никакой это не твой Оксаған внук. ғана. Похож просто. Хин неме? Илайхын? Ты что, плачешь? Ну-ка, Ну-ка, сейчас же перестань. хәзір үк туқта. Врач әйтті. Врач сказала, Бұрысыларға ярамай хиңа деп. никаких нервов. Я инде, әйт. Ну скажи, Немеге кәрәген ул хиңа теге. зачем тебе этот внук? Хиян. Хине ул Он малай тебя сағында последний көрген. раз пацаном Ул бит видел. хине әллә Да қасан он тебя 100 лет как забыл. Ризалатқам келе. Попрощаться хочу. Идем. Yüreğim Ruslan'dı kuru Чувствую, сердце отпустит только когда с ним увижусь. Да ты не переживай. Подумаешь, приступ. Врачиха наше дело свое знает. А уж как институт закончит, любую болезнь раз изведет. Дай еще сигарету, я свои дома оставлю. Ну, спички заодно. Бына шулай ят көне менің қуапылығына У меня весной зуб разболелся. тез шатлап кетті. Думал, умру. Өлем деп тұрамайды. Әбідің врачыбыз әттегасы лечить Так она его мигом вылечила. Ну, бuna Потом, правда, все равно выпал. Вот, посмотри. Ну, А так она очень даже ловко. И знаешь, совсем не больно, я уж весь от страха. Неме хин үлендік сірек Что ты со своим гнилым зубом лезешь? Нашел, что сравнивать. Сердце и зубы. ей, улай тиме. От зубов, между прочим, тоже помереть можно. Алмаз, Алмаз, хин миңа дусмы? ты мне друг? Неге улай дейсің? А что? Бір генә көн ирмәнне хақлап тора әле. Посторожи мельницу, денек. Yok, Не, bulmay. я не могу. Я Ну, Алёшу меня боюсь. кундук кулга Он аласың. меня сразу арестует. Ә минең картайган көнемдә төрмәлә сиреп үләһем килмәй. А в тюрьму я не хочу. Я Менің человек гаиләм бар. семейный. Не то, Мине что кеүек ты. буйдак түгел. Ана, бөтә авыл һине Вот елгы точно бар. про тебя говорят. Дөрес әйтәләр. Непутевый. Елгы барсың, елгы бардың, елгы Непутевый бардың. есть. Нәмәгә генә Вечно во что-нибудь тотынсаң да, вляпаешься. берәй бәләһе И килеп, других за собой сыгып тора. тащишь. Артыңнан Мельница башкалардан твоя, ятаһың. страдать мне? Юк. Булмай. Эй, бер эт Ну икәнһең. и пес там. Эй, Эй, һинеңме? Ты что? Һинең бит. Ты Миңа что, бер а? касанда Ты кыстырганың никогда на меня не түгел. кричал. Әллә үпкәләнең Ты инде, обиделся, үпкәләмә. обиделся, да? Һинең И что үпкәләтерлек такого я мин сказал? әйттем әле. Үпкәләмә. Постой. Эй, тукта.
рахмет. Алло, да-да, слушай. Пожалуйста. За 1 месяц все крупные банки становятся банкротами. Теперь вы их покупаете. И это практически будет означать вашу монополию на банковский бизнес всего региона. А вы лично свои деньги кому бы доверили? Монополисту или банкроту? Господа, мы просим прощения, но придется прервать пресс-конференцию. Мы просим прощения, Простите, извините, пожалуйста. но... Вы сами видите, как распоряжаются моим временем. Всего доброго. Господа, дайте пройти дорогу. Руслан Гумерович, подождите, у меня письмо. Руслан Гумерович, у меня вот здесь коллективное письмо ветеранов о вашем фонде «Достойная старость». Любопытные вещи они пишут, что их тянули в финансовый лохотрон. Прикрываясь ветеранами, отмывают черные деньги Руслан! нефтяной мафии. Руслан! Дядя Миша! Боже мой! Боже! А вот и ответ на ваш вопрос. Вот этот человек один из наших подопечных. Замечательный человек. Фронтовик. Михаил Петрович. Дядя Миш, ну как дела? Как внуки? Внуки? Внучки? Ну, конечно, у вас же внучки. Две очаровательные девочки. Ну, как они? Вы извините, нам с дядей Мишей нужно кое-что Руслан обсудить. Гумерович, что вы ответите ветеранам? Какой толкаешь, что я сказал? Что у вас? Говорите конкретней, так я быстрее пойму вашу проблему. Я не дядя Миша. Да? Это же я, Ахмат Бабай. Из деревни Юлдаш. Ты меня не помнишь? Нет. А так? Пух! Убрать оружие! Дедушка пошутил. Вы меня с кем-то спутали, сожалею. Приятно было познакомиться. Ну, хоть бабушку свою ты помнишь, а? А мы с вами вот здесь пройдем. Сильно занятой. Даже не узнал меня. А его с детства знаю вот таким малайкой. Пистолет этот я ему с клена выстругал. Пристал. Говорит, смотри, бабай, чтобы нас как настоящий. Так я с клена, чтобы, потому что сосна смолу дает, понял? А то на речку пошли. Так он трусы утопил. Ныряй, говорит, ищи, а то Гульсера Аби меня выпарит. Я нырял, да куда там? Всего хорошего. Коллеги, объединение банков под эгидой Квадробанка – это шаг. Коллеги! Коллеги, да, вот так лучше, коллеги. Так, шаг.
в жизни каждого моего земляка. Вы поверили мне, и я отплачу вам абсолютным доверием. Именно это. Да, это настоящие мужские отношения. Вот. Коллеги. Объединение. Да. Руслан Гумерович, начальник охраны. Я занят. Руслан Гумерович, ваш сын Что? на крыше! В чем дело? На какой крыше? Здесь, на нашей крыше! Он требует, чтобы вы... Кто его пустил на крышу? Он угрожал! Пистолет! Не может у ребенка пистолет отобрать? Первый раз, что ли? На этот раз у него боевые патроны! Ушли все. Быстро! Привет. Красиво, правда? Согласен. Лирика неуместна. Переходим к фактам. Факты таковы. По твоему обещанию, вчера должна была вернуться мама, и мы все вместе должны были вылететь в Париж. Это похоже на Париж? И где мама? Послушай, я закрутился. Мама тоже. Ты же знаешь, она на съемках. Но самое главное, мы не могли вчера улететь. Потому что сегодня мы едем. Ну? Мы едем на день рождения к Амине. Дочке Арслана Мы Тимуровича. вместе едем? Ну, конечно, вместе. Какой разговор? О! Вот это настоящие мужские отношения. А все остальное — это мусор. Слабость. И вот тебе мое последнее слово. Завтра мы всей семьей летим в отпуск. А остальное... Черт. У тебя на карманные расходы деньги есть? А за подарком для Амины поедем? Алло. Здравствуй, Руслан. Здрасте, Арслан Тимурович. С именинницей вас. Спасибо, дорогой. А мы с сыном... мы с сыном как раз про Амину говорим. Да? Да, собираемся к вам. Спасибо, Руслан, но боюсь, что твоему сыну одному придется к нам приехать. Я по нашему вопросу с Москвой договорился. Зеленый свет. Так что давай срочно в аэропорт, они тебя там ждут. Ну, Арслан Тимурович... Не надо, не благодари. Мы ведь с тобой почти родственники. По крайней мере, надеемся, что наши дети сделают нас родственниками, так ведь? Ну давай. Возвращайся из Москвы с добрыми вестями. Сын. Это на подарок. Ты едешь к Амине, а мне надо в Москву. Не поеду. Не хочу к ней. Она вообще дура. Да ты влюбился. Ну давай, езжай. Нет. Руслан, я не понимаю, неужели слушаться старших это так сложно? Это потому, что у нас дедушки нет. Поэтому ты и не понимаешь. При чем тут дедушки нет? Но он бы тебе приказывал все, что захочет. И ты бы понял, что слушаться иногда сложно. Не говори ерунду. Ну послушай. Я же тебе пообещал, что завтра мы всей семьей уезжаем в отпуск. Я тебе... Руслан! Вот шайтан малай! Как тебя не совестно?
Послушайте, как вас там? Ахмед Бабай. Да. Ахмад Бабай, прошу. Чего вы от меня хотите? У тебя есть бабушка Юлдаши? Допустим, ну. Гульсира тебя хочет видеть. Она ведь сама хотела к тебе приехать. Заболело только сердце. Хорошо, я постараюсь помочь. Я пришлю врачей. Не понял? Умирает Гульсира. Ей нужен ты. Так. Вот. Возьмите. Купите лекарства. Самые лучшие. Но если не помогут, поставьте памятник хороший. Что это? $. Что-то не так? Да не беспокойтесь, это приличная сумма. Ах ты. Başıma ne gülekken iken. Ох, и крепко ж мне по голове. Ha! Şeytan! Шайтан? Yugal kudumdan! Скинь. La havle ve la kuvvete illa billah galiyil gazim. Allah'ın Gazrail mi? Ты за мной пришел? Minning артымдан килдең ми? Значит, правду Дөрес, говорят. шул кирәк миңа. Не выполнишь волю умирающего, гореть Син тебе мине в аду. куркат дип уйлама. Ты не подумай, я не боюсь. Гульсирәнең ышанысын аклый алмадым. Жалко только, что Тик менем Гульсиру белән подвел. эшләп бетерә алмадым. И мельницу не запустил. Карале. Һезем монда бер әйбәт Знаешь, булһа, если у вас там связь какая есть, миннән мәңге фатиха передай аяса. ей, что я вечно прощения просить буду. Узмах бит был. Это же рай. Бескужин, на выход! Все, вас понял. Вызов принял. Серега, открой, Искужин. Получите вашего террориста. Проходи. Я поеду с вами в Юлдаш. Совесть нашла, что ли? За небольшую услугу. Для моего сына. Мой сын хочет, чтобы вы съездили с ним на день рождения. Вы день изображаете доброго дедушку, а я день изображаю любящего внука. Подлый ты человек! Я деловой человек. Соглашайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пап. Ну что, ты доволен? Я, кажется, твое условие выполнил. Что надо сказать? Спасибо, пап. Пожалуйста, дай трубку Виталику. Да, слушаю. Виталик, ты помнишь? Да, конечно, никаких купаний. Молодец. Поехали за подарком. У кого день рождения? А, уж дурак. Послушайте, что все это значит? Это значит, что ты теперь мой дед. Мне тебя отец подарил. А круто ты его вот так. Научишь? Ну что, командир,
Обкашляем твой вопрос. Говорят, ты серьезное дело затеял. И значит, тебе люди нужны. Короче, мы те, кто тебе нужен. Потому что мы профессионалы. Слышь, Карбин, это козел какой-то. Не гони, Цифа. Дело сделаем, деньги получим. Козла кинем. Все для праздника! Мечта каждого проказника! Для старых и малых! Молодых и малых! Юрочка моя, не бойся. Ах ты! Рассмеша! А ну пошел отсюда! Рассмеша ты старую обезьяну и советская змея! Пошли. Все для праздника! Мечта каждого проказника! Для старых и малых! Молодых и бывалых! Ты пока иди, я покурю. Это что у тебя, марихуана? Вонь по всему району. Подождите, я других куплю. Все для праздника! Мечта каждого проказника! Кубинская сигара. Папа их всегда курит. Спасибо. Эй, пацан, сдачу забери. Иди отсюда, иди себе. Расходись! Отойдите! А ну, дед, отойди! Отойди, дед! Отойди! Не мешай! Не мешай, дед! Скорее шли! Отойдите! Ну, здесь! Выпру! С моей стороны! Детей бить педагогично! Вообще, кто ты такой? Че сюда припер? За отцом твоим приехал! От прабабушки твоей! Нет у меня никакой прабабушки! Есть! В деревне она живет! Ну вали туда к своей прабабушке! Эй, смотри, я по телеку показываю! Давай, пользуйся случаем, привет и передавай! Здравствуйте, все, кого я знаю. Гульсера, Алмаз, Рашид, Аниса. Давай подойдем, посмотрим. Ну, и ты, Алеша, Алеша тоже. Передаю вам привет из самой Уфы. Гульсера, если ты меня видишь, знай, внука я твоего нашел. Он пока немного занят, но я его обязательно привезу в Юлдаш. Так что, Гульсера, ты не беспокойся. Лечись. Если Гульсера меня не видит, передайте ей все это. Алеша, А ты, Алеша, мельницу мою не трогай. Я тут с самыми большими начальниками разговаривал. Так что смотри, малай. Пацан, дай пройти. Дед, ты что, обиделся? Тебе нельзя так уходить! Тебе отец сказал! Открой дверь, я вещи заберу. Вы не можете от него сейчас так уйти.
Давай, попробуй. Да я не в этом смысле. Вы поймите, он не злой. Просто растет один, как репейник. Он же совсем один. Родитель. Вы знаете, почему он воды боится? Вы знаете, почему он воды боится? Они тогда на Каннах отдыхали, на пляже. Ему тогда 3 года было. Наташу, жену Руслана Гумеровича, кто-то узнал. Она же актриса. И начали фотографировать, автографы брать. Она отвлеклась. И Руслану Гумеровичу тоже кто-то позвонил. И он тоже отвлекся. А Русланчик тогда чуть не утонул. Когда его хватились, его же откачивали. Ты что, на день рождения в таком виде собрался идти? На себя посмотри. Может, куклу? У нее этих кукол. А может, цепочку золотую? А что она с ней делать будет? Тоже верно. О, смотри, какое колечко. Достойный выбор, позвольте заметить. Бриллиант. Частота 1,1, 3 карата. Ну, как говорится, любишь, докажи. Это! Молодец. Так, благодарю вас. Приходите еще. Всего доброго. До свидания. Мальчик будет кататься на лошадке? Мальчик будет покупать лошадку. Я боюсь, что у дедушки не будет столько денежек. А вы, главное, не бойтесь. Денежки есть у мальчика. А чем вы ее кормите? Зеленью. Слышь, командир, срисовали мы твоего. Приметы совпадают. Как 2 капли одной крови. Я тут узнал, вас обратно на теплоходе повезут. Я вас встречаю на причале, хорошо? Угу. А вот и я! А ну-ка скажите, дети, что зимой и летом одним цветом? Я знаю. Ну-ну. Кровь. О! А! Что с тобой? Кажется, ногу подвернул. А! Эй, Аллах! Айда, залезай!
Вот так. Во. Ну что, Фридрих, ну как тебе наши девушки? Нравится? Здравствуйте, Арслан Тимурович. О, Руслан Русланович. И на ком ты это к нам пожаловал? Это у меня дед. Твой дедушка? Да нет, это просто бабай. Мне отец подарил. Шутник. Не обижайтесь на шалость ребенка. Идите к детскому столу, вас там чем-нибудь накормят. Арслан Тимурович, уже пора поздравлять. Конечно, Русланчик. Сейчас уже и Амина выйдет. Прихорашивается. Все женщины копаются. А вот именинница, ура! Поздравляю. С днем рождения. Это бриллиант, да? Спасибо. Привет. Поздравляю с днем рождения, всего желаю. Очень мило. Она твоя. У нее специальная расческа есть, гривый хвост расчесан. А как ее зовут? Его зовут Абьял. Абьял. Белые гривы, да, белые гривы. Ой, я хочу расчесать хвост. Можно его погладить? Она не легается? Она ученая, не бойся. Ай, мужчина, откуда такая красота? Да это мы с папой купили. Ты специально это сделал! Дурак! Ну что я говорил? Старая больная кляча. Фу. Что ж ты делаешь? Ничего. Еле нашел. А кто тебя просил? Что тебе надо? Отстал от меня, понял? Быстро! Там Амина. Пошла на твоя Амина, дура проклятая! Она тебя ищет. Да, с чего это ты взял? Но она стоит как потерянная. Высматривает кого-то. Кого, если не тебя? Вранье. Она ищет тебя потому, что там танцы начались. А она ни с кем не хочет танцевать, кроме тебя.
чё, дурак? Мне же больно! А ей не больно? Пошел вон вместе со своей кобылой, урод старый! Он без охраны? Так что ж вы его не берете? Точно, надо брать. Да как брать, вплавь что ли? Ближайший мост только в городе. Дед, эй, дед, подожди. Можно я это, тоже с тобой поеду? Ну, извини. Ты же не на меня собираешься ехать, а на лошади. Вот, перед ней и изменяйся. Ты издеваешься? Ну, хорошо, хорошо. Извини. Пожалуйста. Ну просто я попал в самую глупую историю на свете. Самые глупые истории? Малайка, твои истории еще не самые глупые. Это еще почему? Потому что самую глупую историю на свете я знаю. И что за история? В одной деревне в старое время, еще до войны, жила в деревне девушка, сирота. Красивая, ох! За ней все парни бегали. Со всего района женихи приезжали. Но она всем отворот-поворот. А на другом конце деревни жил парень, который любил ее больше жизни. Коли ночами бродил сам не свой, и стихи про ее красоту сочинял. Только ей никогда не показывал. Думал, что придет день, когда он ей все скажет. Сказал. Сказал. А она что, тоже отворот-поворот? Нет, сказала, что тоже давно его любит. Только в этот день война началась. Парень ушел на фронт, но через месяц на него похоронка пришла. Это еще что такое? Письмо такое. Там написали, что парень пал смертью храбрых в боях за родину. И все? Ну да. Девушка уехала в город на завод, где снаряды делали. И там работала до самого конца войны. Потом приехала обратно в деревню с мужем и сыном. Глупая история. Да, глупая. А дальше еще глупее. Приехала она, значит, в деревню, а на следующий день тот парень, на которого похоронка пришла, вернулся с войны. Так. Вечер. Папа уже, наверное, приехал. Да, а завтра поедет со мной в Юлдаш. Завтра мы с ним едем в Париж. Как это? Я свой часть договора выполнил, теперь его очередь. Он мне обещал. И мне обещал. Алло, пап? Русланчик, я на переговорах. Сегодня не смогу вернуться. Тут сейчас решающий момент. Ты пойми меня по-мужски, ладно? Завтра буду даже не... Алло, Руслан, это я, Виталик. Тут пароход пришел, тебя нет, никто не знает. Что случилось? Как ты? Ты где? Со мной все в абсолютном порядке. Приезжай за мной в казино. Но... Не а в казино. Конец связи. На, убери куда-нибудь подальше. Че стоим, зеленей не будет. Высокие гости.
Руслан, я рад вас видеть, но ваш отец Я он с запретил дедушкой. отпускать одного. Алло, сыночек мой дорогой, привет, солнышко, зайчик мой, как я по тебе соскучился. Ну как ты там, папу слушаешься? Ой, прости, меня зовут, надо бежать, но я тебе перезвоню. Целую, целую. Они в казино поперлись. Да, кто нас туда пустит? Ладно, командир, не бэк, все будет чики-пуки. Я забуду. Вот смотри, на черный нужно подставить. Что в воздухе ночном зависли. Ваши ставки, пожалуйста. Черный. Добрый вечер, Руслан Русланович. Что будете пить? Колу. Виски. Сейчас принесу. И сигару нормальную. Заканчивайте делать ставки. Ставок больше нет, спасибо. Выиграла 12 красная. Черт. Ну, спасибо за компанию, товарищи. Пойдем. Нам ужин на боковую. Извините, у дедушки шутки такие. Это все склеротическое. Не обращайте внимания. Отойди от меня, дурак, что в ближайшие 2 часа я тебя не видел. Можно мне отдохнуть? Разрешите? Кола. Виски. Ваша сигара. Ваши ставки, пожалуйста. Заканчивай тут. А я сейчас. Извини, мил человек. А уборная здесь внутри? А я вот и на черный. Случилась со мною. Белоснежная магнолия ужалилась змеёю. Я как гордый гондурасец, автомат свой не терял в разведке в моей клетке. Ты не выдержишь и дня, лишь свобода тебе дорога. Последний шанс. Смешно. Даже не стоит пытаться. Ой. Мужчина. У вас не найдется сутки баксов? Я верну. Обязательно. В понедельник. Нет, да? Окей. Уеду с кем попало и напьюсь, чего нальют.
Так. Это ваших рук дело? Я, моих. В таком случае пройдемте. Я сам сделаю. Я в машинах немного соображаю. Ну что вы. Наши люди все сделают. А вам вот комплимент от предприятия. Пройдемте, я вас провожу. Фу, параша, ну и воняет. В чем проблема? Дыши ртом. Пшел давай. Валюсь. Ну и как делать? Давай отдохнем. Слушай, дай мне закурить. Ну, у меня только крепкие. Кто это? Ну что, мужик, скажи, когда ты наконец прилетаешь? Во-вторых, зачем ты наврал сыну про какой-то Париж, когда завтра мы с тобой едем в Юлдаш? Юлдаш? Слушай меня, ты сумасшедший. Если мой ребенок через 5 минут не будет дома, я тебя обратно за решетку упрячу. Понял? Все, конец связи. А так, Баша! Значит так, я подхожу к щенку сзади и делаю рукой вот так. В этот момент ты вырубаешь свет. Запомни, ни раньше, ни позже. А во дворе бандиты все косяк забьют, спать не дают. А во дворе, как на войне, наш бедный дом почти притом. Итак что, на настоящие деньги играешь? Выиграла. Зеро. Я труп. Деньги есть? Все, хватит. Домой пора. Поздравляем! 20 тысяч! Это крупнейший выигрыш на автомат за все время существования нашего казино. Говоришь, денег нет. Без спецназа не пройдя. Руслан, все нормально. Теплоход пришел, вас нет. Что делать, не знаю. Я уже думал, что его украли. Руслан! Я поймал его! Типа баран! Где дверь? За мной! Стоять! Уроды, назад! Я сказал, назад! Типа кони!
Милицию зовите, милицию! Слушай внимательно. Сейчас позвонишь своему папаше. Скажешь, что тебя похитили бандиты. Или 3 миллиона долларов. Или ты труп. А! Вы кто такие? Вот то. Мы бандиты. Господа бандиты, слушайте, я столько раз разыгрывал папу на эту тему, что он мне точно никогда не поверит. А мы посмотрим. Алло. Алло, пап. Меня тут бандиты похитили и требуют 3 миллиона. Я же говорил, не поверил. Вот если мы пальчик твой папе отправили, и тогда про веру потолкуем, а? Что это? Ахмад Бабай! Ахмад Бабай! Кончай круги-то нарезать, а? Да здесь все улицы односторонние. Знаки видишь? Так ты бандит или гаишник? Не нам... Бензобак! Дальше ехать нельзя. Рванет. Дальше бегом! Цыпа, ты что, ишак, что ли? Он что, с нами тоже, по-твоему, пешком побежит? За компанию, что ли? Хана нам! Хана сейчас рванет! Я тебя рвану! Ай! Я тебя так рвану! Алло, папаша, ты, наверное, не понял. Обратно трубку бросил. Ну ладно. Ну все, приехали. Выходи. Спасите! Спасите! Ори, ори! Спасателей тут не протолкнуться. Слушай, ты! Еще раз цапнись, я тебе все зубы выдерну. Алло, командир. Что делать-то? Да, на месте. Да бункер трубки швыряет. Ну что, все? Эй!
про палец-то? Помню. Что думаешь, пора уже? Понял. Эх ты! Эй! Куда это голем? Господи, Не шляп, ума почему я такой непутевый? Он даст вам деньги. Пожалуйста. Да, конечно, даст. Позвоним после операции. Так надежнее будет. Режь давай! Ну как? Блин, как сосиску! В сосиске кости нет. Ты не переживай особо. Это ж только мизинчик. Если вы это сделаете, он вас найдет. Всю жизнь будет искать, но найдет, он вам все отрежет. Пожалуйста, не надо. Мама! Это же ребенок. Слушай, палец этого ребенка стоит 3 лимона зелени. Пожалуйста. Режь! Режь! Пока он мне руку не отгрыз. Не могу, сам режь. Свинья! Баран! Ишак! Козел! Я же говорил, рванет! Куда? Стой! Стой! Ой! Дядя Боря! Дядя Боря! Руслан, А меня тут бандиты похитили. ты что ты говоришь? А вы здесь как оказались? Я тут по делу, дружок. Командир! Командир! Мы здесь! Командир? Эй, ты, старпер! Ну-ка, бросай свою дубину! Предатель! Быстро! Ахмад Бабай! Хайдехов! Поворачивайся! Ахмад Бабай! Не трогай его, как! Давай, иди к нам, урод! Ахмад Бабай! Не трогай его, как! Ахмад Бабай! Отпусти его, как! Ахмад Бабай! Лучи, как! Луча! Волос! Луча! Луча! Как! Волос! Смотри, вот мы какие. Волчья порода. На!
Все в раю заждались. Молодец, Руслан. Ахмат Бабай! Руслан! Папа! Да иди ты! Поедем прямо сейчас, Руслан. Умрет Джугульчина. Как ты смеешь? Ты чуть моего сына не убил. Ты приперся и все наперекосяк. Все! Ты сам не путевый. Хочешь, чтобы других так же? Во! Не выйдет, понял? Ты видишь, что здесь происходит из-за тебя? На что ты надеешься? На что ты рассчитываешь? Слушай меня внимательно. Если ты хочешь жить, больше на моем пути не появляйся. Если я тебя увижу, пеняй на себя. Я надеюсь, твой сын никогда не станет таким, как ты. Ахмат Бабай! Ахмат Бабай! Я все брошу. Все брошу от тебя, слышишь? И все, успокойся. Наша мама вернется. И мы все вместе поедем. Все вместе. Наша семья. Эй, вы тут надолго? Слушайте, я вас спрашиваю, вы надолго тут? Если что, коллега, имейте в виду, это моя скамейка. Подвиньтесь. Дождь собирается. Не хватало еще простудиться. Ты не знаешь, как до вокзала добраться? На вокзал лучше не суйтесь. Там менты.
Все равно спать не дадут. Спокойной ночи. Ты здесь спать будешь? Буду, если вы меня в покое оставите. Что за вопрос? Вы же спали? Из дома выгнали? Мне что, милицию позвать? Я бомж. Без определенного места жительства. У меня нет квартиры. У меня нет дома. Да у меня вообще ничего нет. Поехали, Юлдаш. Там много пустых домов. Хоть в моем живи. Я уже давно на мельницу перебрался. Закурить есть. Садись, покурим. А сам-то что дом бросил? На мельнице какой-то живешь. Вот то-то и оно. Мне пустой дом не нужен. Я сам из пустого ушел. Если ты на вокзал, то он в другой стороне. Ну, кто еще смелый? Мельница будет стоять. Это я вам говорю. Алмаз. На пасаран! Ну что, Алмаз-бабай, Гитлер капут? Заводи! А он стрелять не будет? Все, отстрелялся. Ура! 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 Наши идут. Я не пустил их. Ты видишь, Ахмат? До последнего патрона держался. Ух ты! Какой костюмчик. Здравствуйте. Здравствуйте, Ахмат. Гульсирака. Помирают совсем. Успеешь. Гражданин Искужин! По поводу вашего самовольного объекта принято... Что это с ним? Обидел ты его. Ох, обидел. Внимание, в здании международного аэровокзала, стойки номер 3, продолжается регистрация билетов и оформление багажа пассажиров. А где Руслан? Ну его же Толик везет. Да-да-да. Русь, ну, посмотри, как здорово, что мы все вместе летим в отпуск. Ты знаешь, Наташка, на самом деле, мы же даже в последнее время не... Руслан тоже... Ну, посмотри, кошмар, во что вы одеты, ну, обноски, прошлый сезон. Этот шопинг нам необходим как воздух. Да. Руслан Гумерович. Толик приехал. Париж, Париж, что хочешь, что купи. Вот ваши билеты. Все готово, Руслан Гумерович. Прошу вас на посадку. Наконец-то. А где Руслан? А разве он не с вами?
Русик, у нас опять ребенок пропал. Наташа! Так, ты. Дуй в контору. Пусть начнут прочесывать город. Ты давай к нам домой. Быстро! Вот, ну вот же Виталик! Слава Богу. Здрасте. А где Русланчик? Ахмат бабай! Если с тобой жить будем. Как же это мы будем? А чего? Тут в мешке 20 тысяч, которые ты выиграл. На первое время хватит. А кончится, мы тебя в казино отправим. Гульсира, именно Афуит. Прости, Гульсира. Я не смог. Руслан. Руслан, как долго я тебя ждала. Прости меня за все. Она улыбалась. Она сказала, чтобы я тебе передал, что она всю жизнь любила какого-то непутевого, и что Гумер — его сын. Гумер — это папин папа? Дед, ты чего?
В густой синеве на краю небосвода, где травы осыпаны звездною пылью, рождается ветер, как птица свободный, со светом зари на изогнутых крыльях. Когда время придет уходить по дороге, проложенной ветром, я найду путеводную нить, по которой вернусь на рассвете. Распахни мне навстречу окно, я влечу в него утренней птицей. Нам любить на земле суждено, чтоб продолжиться и повториться, и повториться. Порою напрасно под небесами ветер арканом ловит невежды, но ветер поймать можно лишь парусами, парусами мечты, парусами надежды. Не смогу я уйти без следа, отражусь, как в реке в милых лицах, догоревшая вспыхнет звезда, словно эхо далекой зорницы. Распахни мне навстречу окно, я влечу в него утренней птицей. Нам любить на земле суждено, чтоб продолжиться и повториться, и повториться. Ветер уходит все дальше и дальше, по руслу дорог, по траве невесомой, и души людей очищая от фальши. Он возрождается снова и снова, когда время придет уходить по истертым ступеням заката. Я найду путеводную нить, по которой вернусь я обратно. Распахни мне навстречу окно, я влечу в него утренней птицей. Нам любить на земле суждено, чтоб продолжиться и повториться, и повториться.